Мной командовал человек, который имеет жизненный опыт, который имеет авторитет. Он был не только военный, он был государственник большой государственник. И он мне запомнился вот именно государственным подходом в решении всех вопросов. У него в решении вопросов не было мелочи. Он ко всему подходил серьезно, основательно. Он мог выслушать всех, даже людей, которые не согласны с его мнением. В моей небольшой книжке, которую я написал, я попросил его первую страницу, открыть его, так сказать, напутственными словами. И он написал статью небольшую, оставил мне, я это включил в свою книгу. И называется это статья «Линии судьбы Айткалея Исенгулова». Это вот генерала армии Нурмагомедова. И вот он сам пишет: Айткалея Исенгулова знаю с июня 1979 года. Тогда еще молодой офицер, он представился мне по случаю назначения инспектором политуправления Краснознаменного Среднеазиатского военного округа. Моим первым вопросом было к нему: сколько вам лет? Он ответил, что ему 35 лет, что его перевели на политработу вопреки его желанию. Он дал мне ряд таких советов, сказал: никогда не гонись за дешевой вот этой известностью или дешевыми какими-то жареными фактами, будь всегда объективен. Ты инспектор такого крупного органа, от твоего доклада, от твоих справок будет решаться судьба людей. Я это запомнил на всю жизнь, что это человек, прошедший огненными дорогами войны, который в 20 лет стал героем Советского Союза, сам рос без отца. В какой-то степени нашей, так сказать, детство, вот эта вот юность, вот это трудное, как-то оно было одинаковым. И я, конечно, все его указания, его советы воспринял как советы своего отца. 7 мая 1992 года был создан Вооруженные силы, Министерство обороны, до этого был Госкомитет. Нам все пришлось строить заново. Ведь у многих офицеров 13,5 тысяч человек были самовольные отлучки, самовольно ставили часть. Там не только были солдаты, там были прапорщики, офицеры, даже были полковники, которые самостоятельно покинули часть, уехали кто в Россию, кто на Украину, в Беларуси. То есть разброд и шатание. У многих офицеров не было веры, что эта армия состоится. Только, я думаю, авторитет нашего боевого министра, этого человека, который знает армию изнутри, который прошагал сам огненными дорогами войны, который знает и солдатскую службу, и офицерскую, и как генерал имеет и командный громадный опыт. Именно опыт и его авторитет, его человеческий подход к любой проблеме с государственных позиций позволило не только создать армию, а сделать эту армию одной из лучших в СНГ. Тот камень, тот фундамент, который заложили мы под его руководством и под руководством президента, верховного главнокомандующего, я считаю, этот фундамент является и в настоящее время той опорой, на которой жиздаются наши вооруженные силы сейчас. У нас не было рабочего времени. У нас был круглые сутки. У нас была работа 25 часов в сутки. Не 24, а 25 часов, потому что мы порой перерабатывали. И все это дало результаты. Армия состоялась. Эту оценку провел верховный главнокомандующий. Но главное, что практически руководство вооруженными силами, непосредственно организацию его осуществлял наш боевой министр, человек, вызывающий уважение своим примером, своей жизнью. У него был один показатель. Это способность человека работать и его позиция к новой политике нашего молодого государства. Он оценивал человека, знаете, не по мелочам, а оценивал с государственных позиций. Вот он велик
вот именно этим. Он останется в истории нашего Казахстана, наших вооруженных сил, не только как первый министр обороны, ведь могли назначить другого человека. Он останется как государственник, как патриот останется, как пример для последующих поколений, как надо любить Родину, как служить, как организовывать, как заботиться о людях. Вы знаете, даже в таком возрасте, будучи министром обороны, он, когда приезжал в гарнизоны, он сходил с машины и не садился, он все обходил своими ногами. И в мелочах, не было у него мелочей в армейской службе. Он видел его перспективу, он видел его тактической, так сказать, он видел сегодняшний день. И я с ним разделяю одно взгляды. Что бы мы ни делали в армии, главным двигателем в армии является солдат. Он это знал. И я всегда видел, что у него было особое отношение к солдату. Ведь самым бесправным человеком в армии является солдат. Если кто-то злоупотребляет, что-то ворует, что-то присваивает, это идет за счет ущерба солдата. Почему? Именно солдат у нас там спит, там кушает, там и несет самую тяжелую часть армейской службы солдат. И вот отношение к солдату генерала армии Нурмагомедова было особым. Вот это я запомнил на всю жизнь. Он всегда говорил: начинай с солдата. Если он обеспечен, если он накормлен. И тогда я слышал от него впервые, потом после прочитал. Во время войны, в 1941 году, Сталин, когда уехал на фронт, он никого там, заслушивания туда, он подошел к окопу и спросил солдата: что вы сегодня кушали? Солдат сказал: сегодня еще нет. Вчера сухой паёк. Он повернулся, уехал в другом месте фронта, опять спросил солдата, и после этого последовало увольнение, это снятие с должностей, суровые наказания. Вот тогда появились солдатские термоса, которые во время войны шли на передовую, несли горячую пищу. Обеспечил, и он впервые мне об этом сказал. Вот на этом уровне, на самые тяжелые годы войны, в 1941 году, он увидел именно солдата в окопе, замерзающего, голодного, необеспеченного, бесправного, но груди закрывающие страну. И он сказал: все обеспечить его. И вот именно этот подход его делает действительно великим в армии, его делает справедливым в армии, его делает самым авторитетным министром наших вооруженных сил.